У тебя какие-то схемы в руках. Это схемы как раз вот то, что ты рассказывал про медиавлияние. Да, это схемы политтехнологов, как работало и работает на примере одной из компаний. Вот если можно там вывести на экран, да, вот эта схема, это есть компания, начнем с того, что это бывший пиар-менеджер Анна Захараш, бывший пиар-менеджер Роснефти. Мы знаем, что Роснефть была перепродана и... Ну, это личная фирма Путина, да, давай так да, честно личная, скажем. Да, конечно, ну, это без этих форм. Роснефть Украины, ТНК БП, дама находилась там. И, соответственно, пул политтехнологов и компании, с которыми они работали, находились там. Потом, чем они занимались? Они, данные политтехнологи, вели и давали месседжи максимально. То есть они занимались партией регионов, она в зоне подчинения, соответственно, и всегда находилась в зоне подчинения этого пиар-менеджера Роснефти. И сейчас я одну секундочку, я тут. Ну, все мы не успеем рассказать все равно, но концептуально. И эта группа компаний после ТНК БП переходит в пул Киевстар, которая, если мы понимаем, что такое Киевстар, это собственник Альфа Групп, это российская компания, которая внутри Украины берет на себя часть суммы денег от российских компаний и направляет их в работу с политтехнологов, в месседжи, которые необходимы. Вот, например, данная компания через компанию Контекст Медиа, которая принадлежит им, также они работали еще с одной крупной компанией, которая фактически находилась в СПМ. По твоему мнению, это под Медведчуков все находится. Вот это да, они находятся. Они работают как? Они работают с телекомпаниями, они работают со всеми. Они дают месседжи, они прописывают, что делать. Они работают с отдельными политиками, например, с Вилкулом. Они работают с политическими партиями. Они работали с партией Францмин, кстати, в том числе. Они работали с партией регионов. Они продолжают на сегодняшний день вести массу политиков. Это Вилкул, это, например, в зоне есть такой очень спорный персонаж Недава. И, соответственно, раздают месседжи. Есть человек, который управляет этим всем. Это явно кремлевский агент, закончивший 101-ю школу КГБ, такую же, как заканчивал Путин, который находится здесь. Он не светится. Его зовут Александр Троечкин, от которого расходится дальше месседжи. Если это даже вот человек, он, мне кажется, тоже не главный, потому что все-таки, Конечно, он не главный. Конечно, все это сводится к Российской Федерации. Это сводится к Леонтьеву Михаилу Владимировичу. Это, если вы знаете, это человек, который командует Роснефтью. Это сводится... при службе Роснефти. При службе Роснефти. По-моему, был, он уже, по-моему, ушел оттуда, не знаю. Он был, да. Но и когда Захараш сидела на Роснефти, она была в прямом его подчинении. Это кто вот это на фотографии? Вот это и есть Александр Троечкин. Человек, которого никогда нигде практически не видно. Потому что это единственная фотография, которую нам удалось добыть. И который командует всем этим промедведчуковским пулом. Это Погребинский, Джангиров, Павлев, Стоякин Василий, Золотарев, Бортник Руслан. И вот весь этот пул постоянно находится как на 112 канале, так и на канале News One. То есть это, в принципе, одни и те же люди, одна и та же структура, и ей отдали в управление идеологию на этих каналах. Да, да, она раздает практически задания, задачи, месседжи разрабатывать. В том числе эта компания разрабатывала задачи и задания месседжи по медийной защите аннексии Крыма. Также они разрабатывали по ДНР и ЛНР, в том числе и месседжи. Как вот, извини меня, вопрос задам, с таким счастьем и на свободе? Вот нам самим интересно, как с таким счастьем и на свободе, и почему нету никаких доказательств. Я, например, работаю и даю какие-то наши наработки спецслужбам
на самом деле очень тяжело доказать уголовное именно преступление, состав уголовного преступления, учитывая эти взаимосвязи. Но с этим надо что-то делать. Мы отлично понимаем, что сегодня борьбой с этой огромной машиной можно бороться. Но для этого надо политическая воля. Спецслужба, я тоже знаю, что собирает массу информации по Медведчуку и по тому, кто находится вокруг него. Но нет четкой политической воли. Я не знаю, что мешает. Мешает те же самые договоренности с нашими иностранными партнерами, которые говорят не трогать. Мешает какие-то... Не трогать в смысле не выбивать из Минской подгруппы, не сажать в тюрьму. из Минской подгруппы, не сажать в тюрьму, не убирать этого человека из зоны влияния, потому что... То есть, как они говорят, надо поддерживать канал связи с Путиным. Да, европейцы часто так говорят, американцы, открытый канал называется. Да, открытый канал связи с Путиным. Этот открытый канал, это прямая дорога к реваншу и возврату России. Но это и страховка для господина Медведчука, да, в таком случае. Он то есть он понимает, что его ниоткуда не выбьют. Раз он в Минской группе, раз он там. Да. С другой стороны, это страховка. Но сегодня необходимо принять решение. И необходимо, чтобы была политическая воля первого лица для того, чтобы на корню раз и навсегда уничтожить такое, я не знаю, что это, большое событие в украинском политикуме и медиапространстве, как Медведчук и его влияние в принципе.